Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем вам сегодня. Рамзан Хаджи Кадыров и Замит Челаев стали героями ЛНР, а Апти Алаудинов получил звание Героя России. Награждены и командиры чеченских спецподразделений. Кадырову Рамзану Ахматовичу, Герою России, главе Чеченской Республики. Лучшее знание фикха, тасаввуфа и акиды. В муфтияте Чеченской Республики подвели итоги конкурса «Намаз. Священный долг мусульманина». Бриллиантовые кольца, шубы и короны лишние. В Чеченской Республике призвали отказаться от элементов свадьбы, не соответствующих обычаям. На этой неделе республику посетили высокие должностные лица из федерального центра. Среди них был новый лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. В аэропорту его встретил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Оттуда они направились к могиле первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Леонид Слуцкий, знавший его лично, вспоминает героические поступки, приведшие народ к спасению и процветанию. Ахмат Хаджи вошел в историю России и в мировую историю как человек, который сумел в правильном направлении направить свой народ в крайне тяжелой ситуации, спровоцированной извне противостояния. Сегодня Чеченская Республика является одним из наиболее процветающих регионов России, самым процветающим с точки зрения экономики, социальной сферы, отношения к каждой семье. Что касается памяти Ахмат Хаджи, мы должны сейчас еще в большей степени обратиться к его бесценному опыту, его наследию, потому что сейчас мы сберегаем Россию, ее народ, наше будущее, так как он сберег будущее и огромное количество жизней чеченского народа. Гостя принял у себя Рамзан Хаджи Кадыров. Как отметил лидер субъекта, Леонид Слуцкий не первый раз в регионе. В трудное время он сопровождал группу наблюдателей и лично встречался с Ахматом Хаджи Кадыровым. С важной миссией Чеченскую Республику посетили и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и глава ЛНР Леонид Пасечник. В аэропорту Грозного их встретили депутат Государственной Думы Адам Делимханов и спикер парламента региона Магомед Даудов. Вместе они посетили мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова, где приняли участие в церемонии возложения цветов. Для гостей провели обширную экскурсию по зданию музея, рассказали о представленных здесь экспозициях, а также показали воссозданный рабочий кабинет первого президента республики. Глава Чеченской Республики вместе с заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком и главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником наградили бойцов, отличившихся в спецоперации на Украине. А Рамзану Хаджи Кадырову и Замиду Челаеву вручили высшую награду ЛНР «Герой Луганской Народной Республики». Высшей наградой Российской Федерации званием Героя России награжден Апти Алаудинов. Подробнее в следующем материале. Командиры спецподразделений сегодня в парадной форме. Каждый закален в реальных боях и еще совсем недавно с оружием в руках освобождал Донбасс от нацистов. Для вручения наград бойцам, принимавшим участие в спецоперации на Украине, в Грозный прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В своем выступлении Рамзан Хаджи Кадыров поздравил руководителя ЛНР с полным освобождением республики от вооруженных националистов. Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемый Леонид Иванович, рад принимать вас в Чеченской Республике. Леонид Иванович, пользуясь случаем, хочу лично поздравить вас с историческим событием, полным освобождением от нацистов и фашистов Луганской Народной Республики. Наш президент Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий дружественных республик Донецка и Луганска является одними из приоритетных задач специальной операции на Украине. Сейчас перед вами стоят уже задачи по восстановлению республики. Это требует труда, сил и самоотдачи. Андрей Анатольевич курирует государственное строительство в Комитете Совета Федерации и является профессионалом, который четко знает, каким образом должна проводиться работа в этой сфере.
Уверен, Андрей Анатольевич подтвердит мои слова, что Россия уже сейчас готова всячески помогать восстанавливать Луганскую республику. У нас огромный опыт в созидательном труде, который мы можем с вами поделиться. За рекордный короткий срок мы восстановили Чеченскую республику, которая была разрушена террористами. Уверен, совместными силами мы быстро достигнем мира, порядка и процветания в землях Донбасса. Спасибо еще раз за визит. Одним из командиров, принимавших самое активное участие в освобождении ЛНР, был командир спецназа Ахмат Аптиалаудинов. Группа добровольцев под его руководством освободила несколько крупных городов за максимально короткий срок. Также он обеспечивал контроль за доставкой и распределением гуманитарной помощи мирному населению Луганска, которую регулярно отправлял региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Указом президента страны Алаудинов награжден медалью Героя России. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Луганской Народной Республики и Украины присваивается звание Героя Российской Федерации Алаудинову Апты Ароновичу, генерал-майору полиции, секретарю Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики. Я хочу сказать огромные слова благодарности в адрес главы нашей республики, Героя России Рамзана Ахматовича. Я считаю, что ничего героического, сверхъестественного я лично не сделал. Я считаю, что тот указ, который подписан президентом Российской Федерации, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, он по сути своей отметил, получается, работу всей команды Кадырова. И Рамзан Ахматович ходатайствовал о том, чтобы меня представили к высшей награде Российской Федерации. И я считаю, что это труд всей команды и огромные слова благодарности как главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, так и всем членам команды Кадырова, которая трудится непосредственно на передовой, непосредственно, как говорится, обеспечивая наших бойцов, кроме того, что воюют наши бойцы на передовой. Кроме этого, еще фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, который возглавляет Аймани Несиевна, тоже внес немалую лепту, как говорится, в эту победу на территории Луганской Народной Республики. Я считаю, что эта команда является основой в команде Владимира Владимировича Путина. Поэтому я считаю, что награда, которую вручили мне, является достоянием всей республики и наградой всей команды Кадырова. Почетной грамотой президента страны награжден министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов. Распоряжением президента Российской Федерации за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности награждается почетной грамотой президента Российской Федерации Алханов Руслан Шахаевич, генерал-полковник полиции, министр внутренних дел по Чеченской Республике. Ордена Мужества удостоены Иса Таймусханов и Майырбек Даудов. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден майор полиции Зелимхан Дакашев. А медали за отвагу вручили командирам Заинди Зингиеву и Хасейну Мудуеву. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награждены орденом Мужества майор полиции Таймусханов Иса Ахметович. Капитан полиции Даудов Майырбек Хизарович. Высшей наградой Чеченской Республики орденом Кадырова глава региона наградил Андрея Турчака и Леонида Пасечника, которые внесли значительный вклад в сохранение и укрепление российской государственности. Указом главы Чеченской Республики за личные заслуги в укреплении и сохранении российской государственности значительный вклад в дело защиты интересов Отечества награждается орденом Кадырова Турчак Андрей Анатольевич, сенатор Российской Федерации,
Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. За личные заслуги в деле сохранения мира, укрепления российской государственности, значительный вклад в развитие отношений между Чеченской Республикой и Луганской Народной Республикой награждается орденом Кадырова Пасечник Леонид Иванович, глава Луганской Народной Республики. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Андрей Турчак поблагодарил всех, кто принимает участие в спецоперации на Украине, тем самым освобождая мирное население ЛНР и ДНР от нацистского гнета. Также он выразил благодарность президенту регионального общественного фонда Аймане Кадыровой. Под ее руководством благотворительная организация оказывает гуманитарную помощь беженцам и жителям Донбасса. Дорогой Рамзан Ахматович, уважаемый Леонид Иванович, дорогие друзья, товарищи генералы, офицеры, боевые товарищи, для меня огромная честь сегодня быть вместе с вами, разделить с вами радость вручения высоких государственных наград Российской Федерации, Чеченской Республики, Луганской Народной Республики, забегая вперед. Это сложно переоценить тот вклад, который внесли бойцы спецподразделений Чеченской Республики в защиту мира в целом на земле Донбасса, на освобожденных территориях Украины, в освобождении непосредственной территории Луганской Народной Республики. С первых дней начала специальной военной операции мы вместе с вами и на передовой, и в части оказания помощи населению, в части той гуманитарной миссии, которую реализует «Единая Россия». Сегодня были приведены цифры, за этими цифрами сотни и сотни, тысячи спасенных жизней. Хочу слова отдельной благодарности сказать фонду Ахмат Хаджи Кадырова, который также с первых дней начала специальной военной операции направляет эти гуманитарные грузы. Это и продукты питания, предметы первой необходимости, это, безусловно, и технические средства, которые помогают бойцам народных милиций Луганской и Донецкой народных республик вести нашу общую освободительную операцию. Низкий вам поклон и слова глубокой благодарности за это. Рамзан Ахматович, вам спасибо за высокую награду. Спасибо. В своем выступлении Леонид Пасечник отметил, что мирные жители ЛНР запомнили бойцов подразделений «Ахмат» как настоящих воинов, мужественно сражающихся против украинских фашистов. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые друзья, я от себя лично, от всех жителей Луганской Народной Республики хочу выразить слова огромной благодарности лично вам, Рамзан Ахматович, всем руководителям Чеченской Республики, всем жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинским фашизмом, с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов. Все, буквально все жители Луганской Республики знают, кто такие бойцы подразделений «Ахмат» «Сила». Это настоящие воины. Это настоящие воины, которые, проявляя мужество, храбрость, отважно воюют на полях сражений. Это те люди, которые никогда не подведут, которые не ударят в спину и на которых всегда можно надеяться. Спасибо вам большое за это, уважаемые друзья. Еще один момент, на который бы я хотел обратить внимание, что сегодня, как и в том далеком 41-45 годах, мы вместе, плечом к плечу, представители Чеченской Республики, представители Луганской, Донецкой Народной Республики, представители Донбасса, Российской Федерации, представители иных национальностей, которые проживают на территории России, боремся
только на сегодняшний день уже с украинским фашизмом. И мне кажется, что вот этот момент, который нас объединяет, момент объединения, он очень важен. Чеченские военнослужащие и добровольцы с самого начала участвуют в специальной военной операции на Украине. Под руководством Рамзана Хаджи Кадырова они защищают мирный народ, культуру и вековые традиции многонациональной страны. Глава Чеченской Республики, который оказывает активную помощь союзным силам, удостоен звания Героя Луганской Народной Республики. Указом главы Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоены звания Героя Луганской Народной Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу, Герою России, главе Чеченской Республики. Это почетное звание также получили командиры Апти Алаудинов и Замит Чалаев. Алаудинову Апти Ароновичу, генерал-майору полиции, секретарю Совета Безопасности Чеченской Республики. Чалаеву Замиду Алиевичу, полковнику полиции, командиру специального полка полиции имени Героя России Ахмада Ахмадовича Кадырова, МВД по Чеченской Республике. Глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник. После торжественной церемонии Рамзан Хаджи Кадыров и гости ответили на вопросы журналистов. Поддержку руководству республики, чеченских бойцов и регионального общественного фонда, который тесно работает с Единой Россией в части оказания гуманитарной помощи мирному населению Донбасса, Андрей Турчак назвал неоценимой. Действительно, с первых дней специальной военной операции спецподразделение «Ахмат» участвует в освобождении Донбасской земли, в освобождении территории Украины, которые в свое время не по праву были захвачены. Мы на самом деле восстанавливаем то, что было не закончено нашими дедами в 1945 году. Добиваем укронацистов на нашей родной земле. Мы восстанавливаем вот это большое понятие русского мира, где независимо от национальности, независимо от вероисповедания, каждый человек может и должен жить на своей земле, говорить на своем языке. И еще раз повторю, что вклад бойцов спецподразделений Чеченской Республики сложно переоценить. Мы плечом к плечу на передовой, мы плечом к плечу с фондом Ахмад Хаджи Кадырова, который с первых дней начала специальной военной операции ведет гуманитарную миссию на территории Донбасса и освобожденных территориях, делает это вместе с Единой Россией. Сегодня назывались цифры, но за этими цифрами действительно сотни и тысячи спасенных жизней. В свою очередь, глава Чеченской Республики отметил, что чеченские бойцы готовы бороться с формированиями националистов до их полного уничтожения. На самом деле у нас есть повод не один для того, чтобы уничтожить этих шайтанов. Это нас призывает наша религия, это призывает долг перед государством, перед народом. И как человека даже, в общем сказать. Поэтому сегодня все спецподразделения и все, кто служит, и даже не служит, готовы воевать против этих нацистов, бандеровцев. И мы видели, как мы проявили себя, как освобождали Мариуполь, Попасную, Лисичанск, Северодонецк, там везде участвовали наши ребята совместно с луганскими силами и федеральными структурами. Я что хочу сказать, освободить Луганск, Донецк – это абсолютно не проблема. Если будет приказ, то я всегда говорил, забрать Киев тоже не проблема. Надо дойти до той цели, которую на нас отправляют все эти силы, через всяческих регионов, государств стараются развалить суверенное государство. Их надо
уничтожить или развалить. Это НАТО, да. Последствия военных действий хорошо знакомы Чеченской Республике. В начале 2000-х вся инфраструктура и экономика были разрушены, но за короткий период все было восстановлено. Такой опыт непременно пригодится и в ЛНР, отмечает Леонид Пасечник. Правильно Рамзан Ахматович сказал, я с ним целиком и полностью согласен. Нам для начала нужно закончить войну, чтобы полностью, в полном объеме восстанавливаться. Какой-то минимум мы сейчас, конечно, обеспечим граждан, но я думаю, что если нам будет приказ двигаться дальше и для того, чтобы уничтожить полностью украинский национализм, украинский фашизм, который на сегодняшний день представляет достаточно серьезную угрозу всему русскому миру, то мы будем в первую очередь, конечно, выполнять эту задачу. Но при этом я хочу сказать, что уже на сегодняшний день на просьбу о помощи в восстановлении откликнулись практически все регионы Российской Федерации. И на сегодняшний день они берут себе подшефных, так называемых, берут наши города, районы и занимаются в полном объеме восстановлением. Гости высоко оценили навыки чеченских бойцов и добровольцев, которые проходят подготовку на базе Российского университета спецназа. Это уникальный тренировочный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. Мы уже переподготовили наших бойцов. Не только готовим добровольцев, переподготовили те, кто были в Луганске. Сейчас ждем приказа от Верховного Главнокомандующего, чтобы забрать Киев. Мы готовы, у нас дополнительно еще создано 3 батальона и полк при Министерстве обороны. У нас все вооружения, которые существуют, самые лучшие в мире, и самые лучшие бойцы, которые знают тактику, стратегию, которые проводят сегодня наемники, не знаю, инструктора, натовские, американские. Мы спокойно, без всяких проблем готовы выполнить такой приказ. Затем Рамзан Хаджикадыров и гости обменялись памятными подарками. Это мечеть сердца матери. Адам Султанович, вы начали восстанавливать церковь и мечеть? В Мариуполе начали, Луганский мечеть тоже. Луганский, да? Представляют, да, свету и нашу микробу. Вы лучше? Да. У нас, к сожалению, таких серьезных подарков нет, как у вас, Рамзан Ахматович. У вас лучше, да. Но все, что могли, медаль 75 лет Победы и орден за доблесть. Вот такая память от Луганской Народной Республики. Спасибо большое. Со словами огромной благодарности. Гости смогли лично увидеть, как готовят бойцов на базе Российского университета спецназа. Андрей Турчак и Леонид Пасечник в сопровождении спикера парламента Магомеда Даудова посетил сборы добровольческих отрядов. По поручению Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича, при поддержке регионального фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова, мы здесь подготавливаем именно добровольцев, именно тех людей, которые по зову сердца, по зову души для защиты нашей Родины, наших исторических земель, ценностей, сами изъявили желание защитить плечом к плечу со своими братьями, донбассами нашу самую главную, нашу духовную ценность. Мы боремся с сатанизмом. Это мы все прекрасно знаем. И вот с начала марта месяца на территории Российского университета спецназа подготовлено и отправлено более 5000 бойцов в зону проведения специальной военной операции. Также гости смогли оценить свои навыки стрельбы в стрелковой галерее. Инструкторы предоставили для этого новейшие образцы оружия. Также Андрей Турчак и Леонид Пасечник побывали в месте расположения 2 новых военных батальонов «Запад Ахмат» и «Восток Ахмат». По поручению главы региона здесь созданы современные и комфортные условия для несения службы и отдыха бойцов. Абдулла Батаев, Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Курчалоевском исламском институте имени Ахмата Хаджи Кадырова прошел выпускной. Дипломы получили 20 муталимов. 5 из них окончили вуз с отличием. Церемонию посетили и почетные гости. Сюжет Дианы Хармуш.
Поздравить выпускников прибыли известные богословы. Позади 7 лет усердной учебы. Дипломы о высшем религиозном образовании получают 20 муталимов. С ценным документом им передают и денежные поощрения от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Пять выпускников окончили институт с отличием, в их числе Умал Цицаев. В свободное от учебы время молодой алим занимался углубленным изучением материалов и поиском дополнительной информации. На лицах выпускников счастливые улыбки, бессонные ночи и тревога перед экзаменами – все это в прошлом. Теперь они дипломированные специалисты и смогут сами обучать религиозным знаниям и арабскому языку других. وقلدات سنس عملش ديلا قير سهج أعمل عجيب يركت دو تان سن كنت ويبتش رمزان عجيب يركت دو دغدال موضحة علمنا وي يرحو جراح غادر حجراح قي حجش كرم مطعين مش آراء بيولوشة تسار هربقوا عميل قيادة ما ويوقعها. Выпускниками Курчулоевского исламского института с 1988 года стали более 800 человек. Сегодня здесь вспоминают первого ректора вуза Ахмата Хаджи Кадырова, в честь которого и назван вуз. Преподаватели и гости тепло поздравили выпускников и похвалили за терпение и усердие в изучении религии Аллаха. Диана Хармуш, Азан Идрисов, Аслан Висхаев. Неделя. Свои знания в области акиды, фикха и тасаввуфа показали юные школьники муфтияти республики. Здесь прошел региональный конкурс «Намаз – священный долг мусульманина». Победители ждали почетные грамоты и денежные поощрения от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Увайс Турлыев начал учиться читать Коран с 6 лет, обучался в медресе 3 года. Несмотря на юный возраст, проявляет интерес к шариатским наукам. Любовь к религии и усердие в изучении привели его к большим успехам. На республиканском конкурсе «Намаз – священный долг мусульманина» он представляет Шалинский район. Республиканский конкурс, районный конкурс. Районный конкурс, район Ермеллю школ Ербеш дал хадахкин. Ищтига хаттер шлор, участникам хаттер дартига. Здесь учащиеся школ со всей республики. Вопросы по двум наукам – фикх и тасауф. Они на билетах, которые выбирают сами участники. Жюри известные в регионе богословы. خالو إدو هردوی نیست داتی و انیس خواه چلوچه همه استاذ و هحنا دولویر دوحکوشو الغلیز ای خیتن هوچه همه استاذ ویر دوحکوشو الچه نیست جاک سوسین ویر دوحکوشو الچه دو وند الچه لینو یا موریدو ویر چین ستن دا دوحکوشتو دال گرگشن درش حال دا. Определить победителя жюри удалось не сразу. Почти у всех высокий уровень знаний. Путем дополнительных вопросов выявили лучшего. Им стал Джамбулат Такаев из Натиричного района. Он забрал почетную грамоту и конверт с денежным вознаграждением от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Районный этап Яхкузахсан Хаттаршдар. Еше Юеш, Цанглис Токш, Датлой. Вопрос доли Ценцан Хаитер Аси, Ордиянах. Иштам Максуне. Остальные участники также получили грамоты от Духовного управления мусульман Чеченской Республики.
يحيى إيمان شو حق أولياستي قدعة قحية جمسانة ورسمت ستيمول خرياستي بوشيل وش بيلشبو عام مسألة ديك إنير دال مولا أزبيرس قحية جريها تغنى يدعبون في البوشبو باقدا دقيها دعب نيتو ولا يدال مولا ساس قحية دال وين توفي لويل وين يحيى دال إيمان شو حق يويل. Тем, кто не сумел взять призовые места, еще предоставится такая возможность. До конца этого года Духовное управление мусульман региона планирует провести еще 3 таких республиканских конкурса по акиде, тасауфу и фикху. Мухаммад Жамалейла, Муса Даудов, Асан Искаев. Неделя. В Грозном на территории акционерного общества «Чеченэнерго» открыли новую мечеть. Святыня рассчитана на 100 верующих и названа в честь погибшего энергетика Умара Рашаева. Церемонию посетили и богословы. Вместе с коллективом ведомства они совершили молитву и прочитали мавлид. Tatsana çoğ şiş kokuş hiçlemiş diş bir beloş yaşış merdig değildir her merdig dine tan mol düş sağa dokuş stoğuş hayat dokuy her merdig da berk diyor. В Мекке сняли ограждение у Каабы. Благодаря этому паломники смогут впервые с начала пандемии коронавируса прикоснуться к святыне. А в Нью-Йорке в школьных столовых введут халяльное меню. Эти и другие новости исламского мира в нашей традиционной рубрике «Умма». Хорошая новость от властей заповедной мечети в Мекке. Теперь прикоснуться к святыне стало возможно благодаря снятию ограждений. Их поставили с целью санитарной безопасности во время ковидных ограничений. При этом профилактические меры проводятся ежедневно, сообщили власти. Шведский лидер партии Ньюанс Микаэль Юксель заявил, что будет бороться за ограничение в стране свободы слова и самовыражения. Это касается сожжения Корана как выражения ненависти к мусульманам, а также неприязни к этническим группам, проживающим в королевстве. Микаэль подчеркнул, что свобода слова должна быть без ущемления граждан. Для мусульманских школьников в штате Нью-Йорк в столовых предоставят меню из халяльной продукции. Инициатором выступил американский чиновник Хасан Ахмед, который подготовил резолюцию. Он отметил, что необходимость связана с увеличением роста учащихся мусульман. Кенийским школьникам с нового учебного года позволят носить хиджаб и другие религиозные символы. Распоряжение издано Министерством образования Кении после многочисленных жалоб со стороны родителей. Теперь все учебные заведения будут оштрафованы или закрыты при несоблюдении закона. Американское издательство выпустило книгу «Хаджи. Искусство паломничества». Она рассказывает о значении этого важнейшего для мусульман обряда. В ней имеется около 300 иллюстраций. Как утверждают авторы, они дают представление о хаджи и его духовном и культурном значении для мусульман. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Чеченская республика издавна славится своими прекрасными обычаями и традициями, в том числе и свадебными. Они всегда проводились в соответствии с менталитетом народа. Но в последнее время на торжествах все больше нововведений, идущих вразрез с культурными и религиозными ценностями. Как на это реагирует руководство и жители республики, расскажет Абдулла Батаев. В последнее время в интернете стали распространяться видео и фотографии из чеченских свадеб, на которых показаны нововведения, не вписывающиеся в народные обычаи и традиции. По словам народного писателя и заслуженного журналиста Чеченской Республики Мусы Арсанукаева, раньше свадьбы были скромнее, а новые семьи были крепче. خلي عايشت وارمك جمدهم خلة وقل تعدزلين ليلاش ومشدوش تعبول شعر عجل وطي حق تروي حق الهردين دايغيتر أختون مالول مارس خوتشون ماروجرز ماردين ماردان إسوق شداش أحد شيء نحن وين قشتو قط فيديو شو ماردان بيالك خيج أوجيل ترمير همادوش قط تريج مير أوجيل لورد أدور سوق Kör taştillerdi. Karan oldu. Marneyin körte и taştil. Сун цаник олма геном датис. Чеченская свадьба испокон веков славилась своими красивыми обычаями и традициями. Весь праздничный процесс был основан на взаимоуважении, а не на том, чтобы продемонстрировать роскошь, говорит Муса Арсанукаев. Зудиялар о уаздхилловой дохши. Ца сонухум доч. Рех шей тероне томе шей хажжин.
ناخل حلوة الغيرش ناخل طول الغيرش سهوق الترو يو سهوق الهردبو دزلين هم مش حلو ليلو اشتغل نعم يو ساتر حلاستون خلاص شيء يز غلق كله زودي الور Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова призвала жителей региона отказаться от излишеств и проводить свои торжества по исконным чеченским традициям. Вай гылкшти дохшто чумш кеч кома болчара вай культури дохшто меч обсуждать деша кантан зодиалер юа мария гатар шхенач о нах шашшайн халдинду халхалар сон вай нохчи гылкшти вай культури ти дохш хумштат несо марнан мохардалар шубелар коронелар ша келли эн хусам чуа дасаца южилаца юлша латдиш хилдунускал вай гор традиции обычаи ще бухбол ще оргел маандоша вай дайш ларин вай хаялла ша майер вай тахин бакиха дагайта езал хитсун. Жители Чеченской Республики поддержали инициативу Айшат Кадыровой. Как хорошо, что наконец-то кто-то начал говорить об этом. Айшат Дейл Рейсхила. Очень хорошая инициатива. Нельзя допустить смешивать наши традиции с чужими. Шуб нашелар, корон нашелар, хите хумшлилдар, ичо не сумшдат, ишайла каноле шешда хойш. Воуши штрилк шулк шлилдар ишаду, ну и свадьбе на всю публику и гайтари и умшсуни сахетка. Сохранение традиционных устоев – одна из приоритетных задач руководства региона, ведь только так можно уберечь народ от влияния чуждых идеологий, считают эксперты. Абдулла Батаев, Адам Яхяев и Магомед Чекаев. Неделя. С 1 августа текущего года произведен перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Об этом сообщает отделение ПФР по Чеченской Республике. Надбавку получат работающие в 2021 году и те, за кого уплачивали страховые взносы. Для каждого пенсионера прибавка индивидуальна. Максимальная сумма составит 354 рубля. В нашем регионе с 1 августа 2022 года такой перерасчет будет произведен для 62 086 работающих пенсионеров. Максимальная прибавка в результате перерасчета составит не более 3 пенсионных коэффициентов. На сегодняшний день это 354 рубля. Перерасчет произведен в беззаявительном порядке. Обращаться для этого в пенсионный фонд пенсионерам не требуется. Национальная музыка, накрытые столы, выставка картин и многое другое. В Шалинском районе прошел фестиваль «Родина героев». 9 сельских поселений представили свои подворья в виде экспозиций и рассказали гостям о традициях и обычаях чеченского народа, истории сел и их известных выходцах. Старинные чеченские мелодии звучат на фестивале «Родина героев». На территории этнографического музея Щерокотер, как всегда, атмосферно. В роли гостей здесь чеченские писатели и журналисты, общественные деятели, местные жители и туристы. Мы с большим удовольствием сегодня с членами нашей организации пришли на фестиваль «Родина героев». Мы все прекрасно понимаем, насколько это сегодня важно, актуально проводить такие значимые мероприятия по сохранению наших духовно-нравственных ценностей. Для гостей проводят экскурсию. Это большой музей под открытым небом. Показывают, в каких домах жили чеченцы раньше, говорят об истории Шалинского района и героях Великой Отечественной войны. Участие в фестивале принимают несколько сел. Местные жители рассказывают гостям о чеченских обычаях и традициях, показывают национальные костюмы и предметы народного быта. В Чеченскую Республику Елена Юртаева приезжает уже во 2-й раз. По ее словам, уважение к туристам и гостеприимство местных жителей вызывает желание посетить регион снова. Попали на фестиваль, очень красиво, очень этнически, восхищают отношение народа именно к своей республике, к возрождению традиций, уважение вот именно к своей республике. Вкусная еда. Вот Кавказ, конечно, в этом плане отдельно, надо сказать, по кухне. Вот. Красивый народ, красивые танцы. Туристы поблагодарили организаторов за теплый прием. В конце мероприятия гостей ждал щедро накрытый стол. Национальные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Диана Хармуш, Хаджи Мудаев, Джабраил Синеев. Неделя. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей.